Новогодний шар. Сегодня это не просто элемент декора, это семейная ценность, которая передается из поколения в поколение. И, конечно, приятно сделать что-то своими руками. И сегодня мы вам покажем, как можно сделать вот такой простой новогодний шар, но уже совершенно в такой своеобразном стиле, который позже станет действительно не просто подарком, а станет таким раритетом, и, возможно, через 100 лет подобный шар будет передаваться из одного поколения в другое поколение. И сегодня в этом мне поможет мастер, художник, это Маргарита. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, для начала, у нас в продажах очень много новогодних шаров, да? Простых, пластиковых, стеклянных. Какую нужно выбрать нам? Мы используем пластиковые шарики, потому что так удобнее, быстро засыхает краска. Сперва нужно шарик отгрунтовать, первая часть, чтобы она через час высохла, например. Типа как пример здесь показано, что высохший. А это что у нас? Это глазурная краска. И такие у вас специальные инструменты, да? Это есть? губки, которые нужно удобно, чтобы руками не трогать. То есть наносим на поверхность краску, на которой потом будет наноситься рисунок, да? Рисунок. Но она очень долго сохнет, час примерно. Из-за этого нужно ждать. То есть это такой база, фундамент для нашего декора. Нужно примерно нанести небольшим слоем. Вроде все. И оставляем на час. Ну, у нас есть, как пример, готовые. И сразу Получается такая матовая поверхность. Смотрите, дорогие друзья, вот такой вроде бы простой шар, но выглядит уже интереснее, потому что на нем такая, знаете, как будто пыльца снежная. как фон. Уберем. Или может на синий красить. Дальше. Так. И здесь должна быть тонкая кисточка. Да, вот мы видим ваши работы, да? Вы очень любите такое все стилизованное, да? Вот якутские национальные узоры, да? Сумочки здесь, и, значит, и серьги у вас, и, значит... И чапарах. И чапарах. То есть такая коллекция, прям именно с новогодней стилистикой. Очень интересно. Но это все ручная роспись. Да. Мы, наверное, начнем с этого, да? Что попроще? Проще, ага. Чуть легко. И вот возьмите. И тонкая кисточка для вас. Используем мы Краски. Справа намечаем контур, типа черным цветом. Начинаем с черного. Черного. Приближаемся к светлому. Еще примерно несколько цветов можно смешивать сперва. Мы берем черную краску сперва. Намечаем контур просто, рисуем. Тон слоем чуть-чуть. А здесь уже стереть ничего не получится, да? Уже одни. Как есть, так. Так, я тогда вот это буду делать? Давайте это. Ой, это так сложно, наверное. Тут же прямые линии, нет? Сперва начинаем с ручки. Вот так намечаем примерно на глаз, чтобы за контур еще не выходил, чтобы примерно так. Какие краски мы используем? Это акриловые, обычные акриловые краски для любых поверхностей. Глянцевые. Примерно такого стиля. То есть вот так прям смело. Смело, чтобы можно исправить. Ты, конечно, не сотрешь это все. Примерно выходит. Типа вот так, краски. Есть желтая краска и коричневая. Берем коричневую
примерно как тень и типа лицевую часть. Как краску. Вот так примерно. Ну, тоже местами. Ага, да. местами, чтобы заполнить. Чтобы не было видно. Если что, это тоже можно все исправить потом. Ага. То есть краску на краску наносишь, она здесь не смешивается, да? Нет, она сразу сохнет из-за этой белой краски. из-за грунтовки. Ага, нашей. из-за грунтовки. И поэтому можно все потом добавить, исправить, Ага. да? Мгм. Но все равно процесс наложения краски, он потом не бесконечный. Нужно же когда-то рано или поздно остановиться же. Мгм. Нужно с черного к белому можно. переходить. С темного к светлому, да? Ага. Мгм. Где? Лишнюю краску берем. Пишите. И сейчас красную краску. Ну, где здесь есть эти примерно такого стиля. А это потом не обжигается, Нет, лаком не уже покрывается, нет. ничего. Ну, желательно, да, лаком можно покрыть, чтобы было чуть-чуть глянцевое. Елочные игрушки делаются очень долго, типа одна елочная игрушка делается где-то около 2 часов. Да, вы что? Ага, из-за этого очень типа Трудоемкий, да, трудоемкий. В общем, Ничего вот так. страшного. Ага, Да, вот слой за слоем мы наносим, Ага. наносим. так. И в конце У нас получится готовый рисунок, правильно? ага. Здесь все поправимо. И в конце, да, все можно исправить. Можно сейчас начать из детализации делать, типа и бусинки, и эти. Типа, ой. Мгм. И вот так вы сидите часами, Ага, расписываете. это одну очень штуку. долго. Ага. Нужно сделать по комплект 3 штучки, чтобы не повторялось. И так вот минута за минутой прошло уже около получаса, если даже, наверное, не час. Мы теряемся во времени, потому что декор новогодних шариков – это, конечно, очень кропотливый и ювелирный труд. Но самое интересное здесь, что все можно исправить. То есть вот у меня, например, сначала вот было очень широко здесь, да, и было черные, красные, темные пятна. Мы это все забелили, сузили немножечко, добавили рисунок. И, в принципе, рисунок практически похож на наш исходник, да? Но, конечно, как и всегда, как мы и говорили о том, что ручная работа, ручная роспись – это все индивидуально и уникально. Аналогичного рисунка не будет. Но, а у вас как получилось? Чуть-чуть, но... Есть еще над чем поработать, да? Действительно, здесь можно добавлять красок, убирать их, да. Ну а самое главное, мне кажется, просто полюбить свою работу. И даже если и мне есть какие-то нюансы, но это же ваша работа. Это то, что вы сделали с душой и любовью. И как вариант, это вот те самые простые, обыкновенные, самые дешевые пластиковые шары могут стать, действительно шедевром. Спасибо вам большое за этот мастер-класс. И, дорогие друзья, если вдруг вы решите попробовать себя в таком искусстве, у вас есть уникальная возможность, потому что Toy Art предлагает подобные мастер-классы. Приходите, дерзайте, возможно, и у вас получится такая же красота. Ну а самое главное, потом на елочке она будет радовать вас не год, не два, а много-много лет. Мы продолжаем работу по декорированию фарфоровых изделий. И сегодня поговорим с вами о деколировании. В этом мне поможет мастер, это Евросиния. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что же такое деколирование? Деколирование – это технология нанесения изображения на фарфор, стеклянные изделия. Угу. То есть чистая посуда у нас, и на нее переносим это, изделие. белье называется. И вот наносим вот такие деколи мы. Вот такие деколи заказываем.
И они переходят большие на А2, А4, нет, А1 формате, и мы их вот... То есть, проще говоря, это такая переводка на посуду, Да, переводные картинки. Переводные Да, картинки. Но в наше детство мы переводили это на тело, да, жвачки у нас были Да, такие, да, да, намочили. да. И здесь, наверное, процесс примерно похожий, да? Похоже, но это надо обжигать. А, потом обжигать. Обжигать, да. Обжигать. А, то есть ну и поэтому уже технология уже другая. другая, да? Хорошо, но начинаем мы с чего? Так, мы уже приготовили. Так, вот это мы будем... Так, для работы нужны вот чистая вода, тряпка, ножницы и ножик, да? И вот наши уже готовые картинки. Так, картинки давайте начнем сразу с этого. Так, для нее мы приготовили вот такие новогодние. Новогодняя тематика, да? У нас? Тематика. И мы вот здесь будем прикреплять. А почему? А без разницы с какой стороны? Или вот Нет, так? обязательно вот с этой стороны, потому что мы держим Вот вот так. Поэтому изображение должна быть... Вот здесь. Да, вот. Хорошо. Ага. Так, мы берем декор и замачиваем минут где-то 10. Сейчас будет какое-то волшебство, такое ощущение, что сейчас вот-вот и что-то произойдет. Так, и вот это у нас внизу Окантовка, пойдет. Нет, внизу вот такое сделаем, красиво будет. Вот так. Тоже И это опускаем. тоже можем опускать. Дети можем вытаскивать их. Пусть вот тут лежат. Отмачивается, да? Замачивается хорошенько. Так, пусть уже смочились. И наклейка должна уже отойти от бумажки. Сейчас подождем немножко. Так, еще мы вот у вас есть? Да, есть такие. Вот эти тоже приготовим. Тоже замачиваем. То есть, если там немножко остается вот белого, это ничего страшного, да? Где? Ну, вот эти вот белые остатки. Ничего. Прям вырезать да. детально не Да, надо, да? Мгм. Так. Так, и вот это, наверное, сзади вот для нашей стороны вот так сделаем еще один. У нас такой есть красивый. Да. А здесь у нас все лежит, отмачивается. Да. Видите? Ждем. Сейчас посмотрим. Посмотрите. Вот. Видите? Ой, так легко отходит. Да, уже с бумаги. Просто целиком? Да, отходит. Вот, смотрите, пошел процесс. О, теперь самое главное, это Самое аккуратно. Да, вот нанести на нашу кружку. И вот кружку замачиваем вот так руками. И вот все равно надо Центровку центровку. Обязательно центровка у нас будет дедушка. Вот тут и вот тут у нас вот она здесь будет. Вот так делаем. Итак, мы снимаем, придерживаем. Оп, смело так, да? Да. Так, а это центр или нет? Так, центр у нас будет вот здесь. Дедушка там должна быть. Вот так. А теперь эти все пузырьки Так, вот. куда мы деваем? Берем тряпочку нашу. И потихонечку убираем нашу водичку. Убираем и остатки этого. У нас не должно быть таких щелей, да? Да, Вот таких. да. Когда вот так делаете, вот чуть-чуть замачиваете. Чуть-чуть можно растянуть ее вот так. Аккуратно. Да, растягивается. А если она вот вниз уходит сюда, ничего страшного? Ничего. Там останется только рисунок, картинка, а все белое, остальное все исчезнет. Ну, это тоже с виду кажется легкая задача. На самом деле нюансов очень много. Растянуть ее надо. И вот смотрите, чтобы вот это бык наш был ровно вот. Можно вот снизу даже растянуть, вот так она растягивается, да. Я пока вот сверху пытаюсь справиться. И Видите, чуть-чуть растягиваем.
Дедушка. Дедушка по центру. И центру. главное, чтобы не было вот таких пузырьков, да? Да, вот это убирается очень хорошо. Вот так аккуратно делаете. Давайте-ка сами. Пузырьков не должно быть. А если в печку на обжиг отправим, там пузырьки, они лопнут, и все. Там Изображение испортится. И будет все брак. Так. Получилось? А вот эти вот... Ничего. Вот это все исчезнет. Останется только картинка. Главное, чтобы не было пузырьков. Да, пузырьков не должно быть. Вот. Ну, что скажете? Чуть-чуть растем. Все, Вот отлично. сбоку можно там чуть-чуть. Так, а сейчас берем. Все. Знаете, вот тут тоже чуть-чуть осталось. Видите, как мастер видит все, даже мини-пузырьки видит, мини. Главное, чтобы все было вплоть Когда до вот мелких так делаете, там тоже ощущается. да, ощущается. Так, а сейчас берем вот эти наши нижние. Нижние. Тоже замачиваем вниз. Вот там. Так. И вот так тоже. Так, вы перевернули, и темная у нас должна быть Да, внизу. снизу. Так аккуратнее будет. Тоже тряпочку берите. Тряпочку. И вот смотрите, вот тут ровно должно быть. Мы поэтому, да? Да. Чуть-чуть миллиметр можно оставить вот так. Смелее надо гладить. Да. Вот так, можете вот так прямо чуть-чуть тянуть ее туда, чтобы пузырьков не было, там воздуха. Наверное, сейчас телезрители подумают, да что тут сложного-то? Ничего тут сложного и нет. А на самом деле нюансов очень много здесь. И нужно же все еще успевать, чтобы она не подсохла, да? Да. Так. И вот этот процесс называется Деколирование, да. А сами наклейки это деколи. деколи. То есть можно вот так вручную расписывать фарфор, но это же очень трудоемкий Да, процесс, поэтому на помощь приходит деколь. Да? Деколь. И цена доступная выходит. И быстро. Это количество, да? Так, а здесь у нас осталось лишнее. Лишнее вот так делайте сверху прямо. Сверху. Ой, я еще это сделала почти по центру. Ну-ка. А пузырьков нет? Так, вот это нужно растянуть. Чтоб рисунок совпал, да? Можно вот тут разрезать. А лучше бы это сделать, а я сейчас что-нибудь сделаю не то. Чтобы наложение было, да? Это убираем. Так, и сзади тоже вот это убираем. А здесь соединяем. Да. И она так аккуратно должна выйти. Чуть-чуть натянуть можно, да? Нет, слишком тянуть тоже нельзя.
Ну, как будто бы так и должно было быть, да? Все. Видно. А потом это тоже все в печь и обжигается, и тогда это Да. деколь потом не смывается, не стирается. Нет, То есть можно и губкой ее тереть, все, да, Да. останется навсегда. навсегда. Печь где-то 800, около 800 градусов, да. Тоже пару часов, да? Да. Так, и можете вот Дедушка. снежинки. Нет, снежинки можете Снежинки. там, да. Куда? Где хотите, вот тут. И вот ручка надо вот сзади тоже. Ага, а снежинки могут быть... Да, можно вот тут внутри можете сделать, как хотите. Если я пью чай правой рукой, так, то значит у меня снежинка должна быть вот тут, чтобы я ее видела. Тоже погладьте снежинки свои. А если вдруг эту кружку приобрел левша, то тогда ему надо с другой стороны снежинку. Да. И так. А если ребенок, то надо ему на дно тарелки снежинку, чтобы он все доел и видел, что дно есть, да? Да, можно так. Ага. Чуть-чуть повыше, повыше. И сзади вот это. И бычка. Бычка нашего. Тоже центровка и так далее. Можете вот шевелить вот так, можете. Передвигай. Ага, передвигать. Наверх, вниз. Кто как хочет. Главное, чтобы Кому не как было. нравится, да. Пузырьков, чтобы не было. Вот центр. И голова бычка. Так должна быть. Спросите, почему бычок? Потому что это символ нашей зимы. Да, холода. Там. Холода. Сейчас самые такие времена холодные. Вот все, вышло. Так, моя снежинка куда-то исчезла. Ой, тут упал. Еще, давайте другой возьмите. Да. Здесь надо бычок. Да, все. Все. Итак, вот такой очень увлекательный процесс деколирования, да, проще говоря, это мы перенесли рисунок на фарфор, то есть это определенного рода наклейки такие, да? Да, Но переводилки. отличительной чертой является то, что позже эта наклейка, благодаря тому, что пробудет в печи, да, около 2 часов, она у нас полностью затвердеет, и ее можно будет мыть, протирать, и никуда рисунок этот не исчезнет. Вот такие новые технологии, так сказать, да? Спасибо большое вам, дорогие друзья. Еще раз хотелось бы отметить, что работа по декору фарфора – это, конечно, очень такой творческий процесс. И действительно, если вы не можете рисовать кисточкой и чувствуете, что это не ваше, вы можете просто вот прийти и с помощью вот таких переводных наклеек сделать свое индивидуальное произведение искусства. Это будет замечательным подарком как для вас, так и для ваших близких.
Приходите, пробуйте, дерзайте, а почему бы и нет? Может быть, именно в этом виде искусства вы найдете себя. На этом мы прощаемся. Спасибо вам большое. До новых встреч. Всех с новогодними праздниками.